Три непохожие друг на друга истории жизни. Но судьба им подарит шанс встретиться. Как они найдут свой жизненный путь? Через какие испытания пройдут, чтобы стать художниками возрождающейся советской Якутии? Крейсер «Аврора» стал символом начала новой эры. Октябрьская революция 1917 года в одночасье изменила все. «Кто был никем, тот станет всем», гласят строки из «Интернационала», которые всколыхнули всю страну до самых северных окраин. В это время художественная жизнь в Якутии имела больше самодеятельный и стихийный характер. А из профессиональных художников был только Иван Васильевич Попов. В 20-х годах якутский живописец работает над своими знаменитыми полотнами «Шаман» и «Якутск» конца 17-го столетия. Жизнь в центре России менялась семимильными шагами. Художники, архитекторы и скульпторы страны Советов в поисках новых форм самовыражения объединялись в различные творческие союзы. Они буквально генерировали идеями и создавали работы, ставшие символами советской эпохи. Для сельского парня из северной глубинки Петра Романова Ленинград и Москва станут альма-матер, изменив его судьбу настолько, что в будущем он станет возмутителем спокойствия размеренной художественной жизни Якутии. 9 детей вроде бы как в семье Романовых было, и не все выжили, по всей видимости. Один брат, это тоже в автобиографии в одной только Петр Петрович писал, что он в годы гражданской войны погиб. Мама умерла в 1915 году, отец вообще слепой и хромой, как он писал, на обе ноги. Сестра его, Ефросинья Петровна, на много лет, видимо, старше его была, да? Петр Петрович сам писал. Сестра работала у Юшманова и Мизинцевых. Ценность документа заключается в том, что можно с точностью определить периоды жизни Петра Петровича. Также здесь есть автобиографии, написанные его рукой. Мы можем непосредственно лицезреть его почерк, текст, написанный его рукой. Это всегда для историка и для человека, интересующегося историей, очень так интересный документ. В 1915 году летом пришел пешком в Якутск на заработки. Работал пастухом, мыл посуду, таскал помои, продавал на улице с телеги квас богатых городских евреев-лавочников. Также работал у других богатых горожан. Учился в педагогическом техникуме, поступил в комсомол, работал рядовым милиционером, находился на казарменном положении в части особого назначения, ходил на маленькую перестрелку с белобандитами. Летом 1923 года по командировке Российского коммунистического союза молодежи уехал в Ленинград учиться на рабфаке Политехнического института. Город революции для 21-летнего Петра Романова открыл другие горизонты и дали. Спустя год он понимает, что хочет посвятить свою жизнь живописи. Поэтому Романов поступает в Московский рабфак искусств. Переводится на 4-й курс высших художественно-технических мастерских в ХУТЭМАС. Путь к профессии художника окажется нелегким. Он посвятит изучению живописи 9 лет жизни. Петр Петрович Романов, он получил образование как художник-график и учился у очень больших, выдающихся художников. Владимира Андреевича Фаворского, да? У Надежды Андреевны Удальцовой. Это один из самых ярких представителей русского авангарда. У Александра Александровича Дейнеки, вот тоже классик, очень известный художник. У основоположника, так скажем, советского политического плаката Дмитрия Мора. Учился еще, конечно, у Сергея Васильевича Герасимова. То есть уже одни имена говорят о том, что действительно учеба была очень интересной.
Получая уроки мастерства, начинающий художник впитывал в себя опыт своих педагогов-новаторов, принимал участие в выставках и дискуссиях. Свобода творческой мысли окрыляла творцов и давала надежду на прекрасное будущее. Но недолгим был период самовыражения деятелей искусства. В 1932 году выходит постановление ЦК ВКПБ о работе творческих объединений. Вслед за этим документом начинается эпоха единых идеологических стандартов. И художники были вынуждены создавать свои полотна в рамках социалистического реализма. Страна нуждалась в героях, которые своим ярким примером должны были поднять патриотический дух населения. В 1933 году на пароходе «Челюскин» арктической экспедиции предстояло пройти сложный маршрут из Мурманска по Северному морскому пути до Тихого океана. Из воспоминаний профессора Авксентия Егоровича Мординова. Когда собирали команду челюскинцев, Романова хотели включить в состав экспедиции как человека, хорошо знающего Север. Петр Петрович отказался, и вместо него поехал его однокурсник Федор Решетников. После спасения экспедиции из ледового плена рисунки Решетникова были опубликованы в книге, которая вышла большим тиражом и имела небывалый успех. А художник был награжден орденом Ленина. Как-то раз Романов мне признался, что жалеет о том, как упустил такой хороший материал. В одночасье однокурсник Романова стал известным человеком, и в последующем его картины узнавали многие поколения школьников огромной многонациональной страны. Но Петра Романова ждала другая судьба. В то время он даже не мог предположить, какую важную миссию ему предстоит выполнить по возвращению на родину. И вот в 1934 году он приехал в Якутск, закончив, и первым делом он стал работать в Якутском книжном издательстве. Искусствовед Иннокентий Потапов о творчестве Романова отмечал, что это художник активных романтических устремлений. Эти работы, они как бы являются вот таким вот документальным фоном той эпохи. Портрет колхозницы как бы изображает женщину с мужской статикой. Это было что-то новое. То есть для него новая женщина – это человек труда, человек, то есть совершенно другой человек, уже современный. Этот портрет имеет очень любопытную историю. В семейном альбоме были фотографии вот этих вот замечательных картин. Петр Романов, как романтик революции, создавал на своих полотнах новый тип людей. Мой дедушка работал военкомом. Все говорят, у бабушки был очень крутой нрав. Она была очень крепкая, сильная, такая красавица с очень жестким характером. И очень много фотографий вот моего дедушки, бабушки, маленькой еще мамы и Петра Петровича. И все время, когда я спрашивала, и вот бабушка и мама рассказывали, кто эти были братья, как они дружили, насколько это была сильная и такая очень крепкая родовая. Новаторство художника проявилось и в том, что он первым из якутских живописцев обратился к теме спорта. Композиция очень тщательно выверена. То есть вот он очень тщательно вот даже цветовые пятна разрабатывает. В центре там изображен спортсмен Босиков, который в то время установил рекорды. И зрители, которые наблюдают, вроде бы, да, но на самом деле они как бы позируют, они обращены к нам. Это был знаменитый эсэх 1936 года в Усалданском улусе, в котором принимали участие классик якутской литературы Платон Алексеевич Аюнский, будущие народные писатели Якутии, и сам художник тоже запечатлен на этом историческом полотне. В 1938 году он пишет свое знаменитое полотно «Витязь с невестой». Оно как бы является действительно визитной карточкой изобразительного искусства Якутии. Ну, в общем-то, работа, она построена как бы по законам театральной сцены, потому что
Это может быть даже связано и с тем, что он долгое время работал как театральный художник и в Русском театре, и в Якутском театре. Если смотришь на эту работу, то действительно перед нами сцена такая вот. Там Витязь с невестой изображено, очень тщательно все продумано, все детали. А пейзажный фон, он является как бы задником для этой постановочной работы. Это вот новое искусство для того времени. Петр Петрович был так увлечен работой, что личную жизнь отодвигал на второй план. Но все же он встретил свою любовь. Спустя 7 лет после знакомства он напишет ее портрет. Художники из старого поколения, они знают, я с ними разговаривала. Они ее очень уважали, любили, звали ее Катюшей. Это Екатерина Гавриловна Андросова. Они познакомились где-то в 1937 году. Из воспоминаний жены художника. Когда я его увидела, он был уже с проседью, очень открытый и добрый на вид. Я слышала, что Романов художник с высшим образованием, но меня это ничуть не испугало, и мы в 1940 году поженились. Однажды, увидев работу Кеша Алексеев на коне, очень взволновалась и похвалила Петю. Он удивился и в то же время обрадовался. С довольной улыбкой он закурил папироску. Этот миг я надолго сохранила в памяти. Благодаря усилиям Петра Петровича Романова в 1941 году был создан Союз художников Якутии, а он в течение 6 лет был председателем этой творческой организации. Это был человек необыкновенный, конечно. Это был человек очень страстный. Это был человек, который взвалил на себя огромную миссию. Миссию продвинуть, развить, сделать якутское изобразительное профессиональное искусство. Вот в этом контексте слово «профессиональное» оно самое, наверное, ключевое. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. И вот началась война, 1941 год. В годы войны одним из важнейших видов художественного искусства стал плакат. Художники, как говорится, шли на переднем фланге, поднимая боевой дух защитников Родины и вселяя веру в победу. Уже где-то 29-28 июня 1941 года, это вот неделя всего прошла, там 5-6 дней, и они со своим другом Степаном Филипповичем, это был сокурсник, его друг, очень хороший художник, и они начали выпускать плакат типа «Окна ТАСС». Плакат в основном были, конечно, сатирические, это карикатура. Когда он работал с плакатами, ему помогали наши писатели. Тексты небольшие, очень короткие, писали и Амап, Ачигия, и другие писатели. Рядом со взрослыми дети войны тоже прошли небывалые испытания. Голод, холод, потеря близких и родных людей навсегда остались в памяти этого поколения. Не только художники, все должны были подкованы. И их подковывали. Вот я как раз подкованный. 2 лет я стал врагом народа. Репрессировали, арестовали отца, в колонии, значит, он был. А он, когда вернулся больной совершенно в Якутск, мы голодные там сидели в Якутске, и от него бегали, как от чумных. Все боялись, все были запуганы этими репрессиями. Однажды, значит, нас спасли ангелы, как говорится. Спасителем оказался орденоносец, герой гражданской войны Гаврил Васильевич Егоров. Еще в далеком 30-м году Петр Петрович Романов написал его портрет. Благодаря этой встрече семья Петровых выжила. Меня забрали на войну летом 43-го года сразу со школьной скамьи. И мы не представляли, что такое война.
Переправили на Украину. Я стал участником ожесточенных боев на Дону и Донецке. В этой страшной бойне мне повезло. Я был тяжело ранен в лицо, затем 9 месяцев находился на лечении и был отправлен на родину. Наверное, судьба подарила мне возможность жить и сегодня говорить с вами. Коренной перелом называется, да, 43-й, когда мы уже начали побеждать. И тогда вот постановления начали выходить и по Советскому Союзу, и по РСФСР, что и музей открывается, и художественному образованию внимание будет уделяться, потому что художники в годы войны очень плодотворно работали. В 1945 году я услышал, что есть такой художник Петр Петрович Романов, который открывает училище. Эта новость меня очень порадовала, потому что в моем представлении художник был сродни самому Господу Богу. Когда я пришел сдавать экзамены, куча народа прямо, ты желающих, человек 50 было. Ну, набрали там человек 20, я не знаю, много нас было там, разных тоже фронтовики с медалями. Там. Петр Петрович Романов был единственный человек целый год, почти так, да? Он нас экзамены принимал. Один раз, значит, мальчик, который жил в городе, принес такой большой 2-метровый, значит. Тогда было в моде ковер. Там дама лежит, купальники, там эти... лебеди, замки и все прочее. Ну, ребята обалдели. Маслом написал вот такую живопись, все, вот такой гордый. Романов пришел, говорит, это кто притащил, говорит. А он такой, это я. Ну, сначала он возмутился, потом успокоился и стал рассказывать, что это совсем не то, чему вы должны учиться. Год Великой Победы был самым ярким событием в жизни страны. А для 3 якутских художников Петра Петровича Романова, Ивана Васильевича Попова и Михаила Михайловича Носова стал периодом профессионального успеха и признания их творчества. Им было присвоено звание народных художников Якутии. Романов, как человек и преподаватель, был спокойный, добродушный и открытый, не говорил ничего лишнего, а только об учебе, мастерстве художника. Глядя на наши работы, он никогда не критиковал, а подсказывал и умело направлял. Романов преподаватель для своих студентов был как наставник и друг. Романов художник имел авторитет. Но Романов, как председатель Союза художников, был требовательным и принципиальным. Вследствие отсутствия самообразовательной тенденции у большинства местных изоработников, в нашей действительности имеют место явления субъективного порядка, граничащие с понятием гнойной болячки. Безидейность и беспринципность в подходе к изоработе, уклонение в сторону халтуры и шантаж искусством. Его записи, когда читаешь, просто поражает, во-первых, подчас очень такая высокая откровенность. Потому что в то время мы знаем, что, ну, правда, мы по литературе это знаем, да, но что в то время не каждый как бы пытался выражать, ну, свои мысли откровенно. А вот он был вот таким человеком, и, наверное, не всем был как-то приятен, не всем был угоден. Но, тем не менее, он не боялся высказывать свое мнение никогда. Докладная была написана еще в 1942 году с желанием изменить сложившуюся в республике ситуацию. Эта прямолинейность художника стала камнем преткновения, и в 1948 году Романова снимают с должности председателя Союза художников Якутии. Когда его сняли с председательском, писали в обком, что он формалист, что он преклоняется перед западным искусством. Там были такие моменты ужасно. И он заболел.
связывали всегда его болезнь, что он вынужден был уйти с председателя, а на самом деле большой удар на него смерть сына. У них родилось 3 детей, и никто не выжил. Фотографии еще сохранились, где Петр Петрович с сыном. Он такой счастливый, такой необычный, с сыном на руках. Это такая радость, он весь светится. А он 11 месяцев от дизентерии умер. Это большая трагедия. В такие трагические для Петра Петровича Романова моменты его поддерживали студенты 1-го выпуска Якутского художественного училища. Желаю вам, Петр Петрович, крепкого здоровья, долгой плодотворной творческой жизни. Ибо помните, как у Маяковского: в наших жилах кровь, а не водится. Мы идем сквозь револьверный лай, чтобы, умирая, воплотиться в пароходы, в строчки и в другие долгие дела. Они боготворят Петра Петровича вообще все. И 1-й выпуск, и 2-й выпуск. Действительно, им выпала честь быть первыми. 13 человек дошли до конца и стали выпускниками Якутского художественного училища. Все они реализовали свой талант в мире живописи и культуры. Петр Петрович любил талантливых людей, всячески поддерживал их. И он сделал серию, которая называется «Студенты». И в этой студенческой серии, да, мы видим и портрет Лея Семеновича Сивцева, первого отца, если так говорят художники якутской графики. Мы видим портрет Ефима Михайловича Шапошникова, он был сделан еще в живописи. Мы видим портреты Малыгина. Ну, вот таких художников, которых там много их. Вот. И они сделаны очень тепло, как-то с душой. Из 1-го выпуска студентов Якутского художественного училища, ныне носящего имя Петра Петровича Романова, осталось только 2. Они очевидцы истории жизни одного из первых народных художников Якутии. Последняя работа его, автопортрет. 1 мая он умер, а хоронили его 2-го. С этого же дома. Народу было немного. Но были, значит, обкомовцы во главе с Винокуровым, были писатели, Растыров Владимир Михайлович, Сорна Мавлон, Матчевия. Я плакал. Петр Петрович Романов прожил короткую, но очень яркую жизнь. Как художник он оставил в наследие более 400 работ, которые вошли в историческую летопись XX века. Судьба подарила ему возможность пройти все жизненные испытания и стать родоначальником профессионального художественного искусства на северных просторах страны, воспитать не одно поколение учеников. И сегодня художники Якутии продолжают нести его миссию, создавая искусство высочайшего уровня.